Здравствуйте, меня зовут Зарина Кривошапкина. Я занимаюсь готовкой, готовлю, и у меня своя кулинарная студия. Я по образованию дизайнер-график, окончила Институт современного искусства, и поиск себя у меня начался, поиск себя. Думала, как что делать. Мне просто, если честно, на одном месте сидеть не получается. Я человек активный, в движении, и перспективу сидеть за компьютером, и мне это как-то не видела себя в этом. А потом выяснилось, что когда мне грустно, я готовлю. И все это время мне было грустно, я была в поисках себя, и я много готовила. Потом пошла учиться на кондитера здесь, техникум сервиса и услуг. 2 месяца отучилась, и потом пошла для практики, работала в шоколаднице, в сладких мечтах. И считаю, что все должно делаться с душой. Вот. Например, на медика долго учатся. Я думаю, тоже на повара должны также учиться. Хотя бы знать, что они делают. И даже это очень важно. Каждый день кушаем. А наше здоровье, наше состояние, это зависит полностью от правильной еды. У меня идея изначально готовить из здоровой еды, это из натуральных продуктов. Вот. И потом поняла, что вот взрослому рассказывая, не рассказывая, привычки питания поменять взрослому человеку это слегка трудновато, потому что мы выросли все на маргарине, на растительном масле, это моя прям такая больная тема. Вот. А так дети очень легко все воспринимают, и с надеждой на то, что вот я, например, расскажу одному ребенку, как правильно готовить еду, он будет воспитывать своих детей. И вот у меня идея вырастить, может быть, здоровое поколение. Вот. И, можно сказать, многие рецепты популярных блюд, например, паста карбонара, лазанья, синнабоны. Вот это вот блюда, которые люди думают, ой, это же тяжело готовить, мы же только это покупаем в ресторанах. А я это рецепты все адаптировала под наши продукты, что каждый может готовить. Вот. Легко, доступно и, главное, безопасно. Например, рецепт капкейков, который мы сейчас делаем, я разрабатывала полгода. Каждый день делаешь, что-то подходит, что-то не подходит. Это был еще 13-й год, когда я только начинала. И каждый день я готовила, каждый день была недовольна тем, что как получается. И много что убирали, много что добавляли. Вот. И сейчас вот этими рецептами прям горжусь. Макаронс, когда готовила 50-й раз, и они у меня не получаются. Это прям очень капризные пирожные. Например, вот когда в дождь нельзя готовить макаронс из-за влажности. Когда у вас с настроением не то, тоже не готовите, потому что они это все чувствуют. Готовлю всегда с удовольствием. И каждый раз, когда мы здесь готовим бисквит, я также радуюсь, как в первый раз, когда он поднимается, и эта радость, счастье не меняется. Я утром, например, в 9 выхожу и хочу еще раз тянуть время, потому что время очень быстро идет. Тайм-менеджмент, конечно, работает, да, все это успеваешь, но еще хочется всегда идеально делать. Еда – это искусство, и еда включает в себе, можно сказать, вообще все профессии, это как химик, биолог, врач и так далее. Понятие того, что если кушать правильную еду, то это и есть лечение, это и есть не болеть. У него такие вот понятия.